Обильных осадков и поднятия уровней воды реки Тулгалах подтопило территории сел Сурдах и Тамтор Верхоянского района. Стихийное бедствие привело к затоплению жилых домов и нанесло большой ущерб. Детей было решено отправить отдыхать в Сосновый Бор. В ночь на 11 июля в лагерь были приняты 27 ребят из села Сурдах Верхоянского района. В тот же день сюда прибыли еще 11 детей, но уже из села Сибян-Кёль Кобяйского района. Дети поступили все в удовлетворительном состоянии. С ними, да, сразу подключились работать наши вожатые, осмотрели наши медики, педагоги. Значит, совместно с Минздравом будет проведено комплексное обследование медицинское данных детей. Ребят в лагере ждет пятиразовое комплексное питание, в том числе санаторные медицинские услуги. 15 июля открывается 3-я летняя смена Соснового Бора, которая называется «Легенда танцев». В эту программу подключатся дети, прибывшие из Кобяйского и Верхоянского районов. Дополнительное образование 6 направлений, все представлено. Это и языки, это и декоративно-прикладное творчество, это и музыка. Да? У нас есть очень хорошая программа обучения детей на синтезаторе сразу. Значит, английский язык. Достаточно опытный преподаватель. Это физическая культура и спорт, это досуг. Мы спросили ребят их мнение о лагере. Думаю, что в этом лагере я найду очень много верных друзей и из этого лагеря останется много незабываемых моментов. Я была в этом лагере, да, уже второй раз как бы. Этот лагерь оставил мне очень много хороших впечатлений, воспоминаний, и я думаю, что все осталось по-прежнему и даже стало лучше. И вот ожидают этого таких же. Всего в Сосновом Бору подготовлено 200 мест для детей из районов, пострадавших от паводка. На 12-13 июля ждаться прибытия 44 маленьких жителей села Сибян-Кёль. В дальнейшем лагерь готовится принимать детей и из других сел Верхоянского района. Ребята смогут отдыхать в лагере вплоть до 1 сентября. Галатея Игнатьева, Семен Семенов, Якутск.